Привет, я Максим Кардозу, это Кардозу Ньюс, и сегодня в выпуске: скандал в министерстве, криминал с вице-мисс Якутия, фестиваль якутского кино, чудо-художник и кое-что еще. Ну что, барды-бытышки? Ну а начнем мы с горячей новости, она появилась буквально вот недавно. Итак, наши якутские чиновники, конечно, не дают нам скучать, они хотят быть ньюсмейкерами и все время подают нам какие-то горячие темы, которые хотят обсуждать не только внутри республики, но и ее за пределами. Уже новость подхватили федеральные СМИ, друзья, и этот вулкан, эту лаву, этот, говорит, цунами не остановить. Если, друзья, вы еще не слышали, по удивительным причинам сейчас я озвучу. Так вот, заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия отправила 600 тысяч рублей за должность в правительстве Москвы. То есть она отправила эти деньги мошенникам. Материал опубликовали в газете «Якутск вечерний». Также эту информацию проверили журналисты egt.ru. И там источники действительно подтверждают такой факт. Ссылочку на статью я оставлю обязательно в описании. Она отправила денежку и хотела, чтобы за эти деньги ей дали должность. Угу. А что, так можно было, что ли? Сразу же вспоминается сериал «Домашний арест». Там один из губернаторов для того, чтобы получить какую-то министерскую должность, ну, должность побольше, и переехать в Москву, ему говорят подставные лица, значит, агенты правоохранительных органов, мол, отдай нам столько-то, столько-то миллионов долларов для того, чтобы получить эту должность. И вот он их собирает и везет якобы в Москву. Вот, видимо, женщина посмотрела этот сериал тоже, ну, как бы, и решила: а что? А видимо, да. А видимо, так и работает эта система. Это фиаско, братан. Потом, значит, она поняла, что ее обманули. И что она делает? Она идет в полицию и пишет заявление на этих мошенников. Вообще просто взрыв мозга. Вообще тема щепетильная, конечно, и мошенники наверняка не ожидали, что их жертва пойдет в полицию с поличным практически, потому что ведь они оба совершают преступление, и наверняка они рассчитывали, что человек вот заплатил деньги, и потом, когда до него дойдет, что его обманули, он никуда не пойдет для того, чтобы сохранить свою должность, да? А здесь, бац, и они нарвались, так сказать, не на того чиновника. Все это как сценарий какого-то плохого кино, если честно, ей-богу. Ну вот, либо смеяться, либо плакать, я даже не знаю в этой ситуации. Здесь будет интересно, конечно же, получить какую-то официальную информацию уже от Министерства образования и науки Республики, что там скажут, останется ли эта женщина на своей должности, или ее попросят, или, может быть, она уже сама написала заявление по собственному желанию, потому что оставлять, наверное, такой скандал без внимания, наверное, невозможно. Особенно в такое время бурлящее, когда люди хотят справедливости. Действительно. В общем, будем следить за ситуацией, потому что это так, наверное, не должно закончиться, так просто раствориться в пространстве. Что тогда будет дальше? Следующая у нас тоже героиня, и опять у нас история связана с правоохранительными органами. Вот это Виолетта Куличкина, если кто-то не помнит, это вице-мисс Якутия, вторая вице-мисс Якутия 2007 года, титулованная красавица, очень симпатичная девушка. В свое время вот она пыталась музицировать, выступала на телевидении, участвовала в показах, в общем, умница и красавица. Ну, одно заглядение. Так вот, на этой неделе в полицию города Якутска поступило заявление от мужчины, который сказал, что его знакомая, угрожая ножом, отобрала у него, вынесла из дома телевизор стоимостью 25 тысяч. И эта женщина была вот эта вот Виолетта Куличкина. Друзья, следователи быстро девушку нашли, конечно же, и выяснили, что она стоит на учете у нарколога. И вот этот телевизор, который она вынесла из квартиры своего знакомого, она продала за 8 тысяч и купила на них запрещенные вещества. По крайней мере, так говорится в пресс-релизе следственных органов. В общем, история какая-то мутная, конечно, не очень приятная. И по сведениям журналистов того же Якутска вечернего, девушка шла к приятелю попросить денег, он денег ей не дал, она схватила нож, забрала телевизор и ушла. Вообще, конечно же, однозначно девушку жалко, и как так получилось, что из цветущей красавицы, знаменитой, титулованной, она вот скатилась до преступления. Здесь сразу же, конечно же, вспоминаются вот эти вот НТВшные сводки. За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную, голодную бомжиху. Почему я обратил на эту новость внимание? Потому что она действительно необычная. Мы привыкли, что наши красавицы действительно ведут себя достойно. Многие из них общественные деятели, ушли в политику, в бизнес, прекрасные мамочки, развиваются всячески. И каких-то больших скандалов с ними действительно нет. Вспоминается только история, помните, с Темниковой, когда она устроила скандал в машине ДПС. Камера все снимает. Да, но я не хочу, чтобы меня насиловали.
пробовали. Да кто вы? Вот камеру! Сказали, что для Да, съемок. Я камеру. не хочу, чтобы вы меня Да, насиловали. камеру! Тогда эта история тоже гремела на федеральном уровне, и свою минуту славы, конечно же, Наталья тогда получила. Первая красавица Якутии угодила в скандал. 24-летнюю Наталью Темникову, победительницу конкурса красоты, лишили водительских прав после того, как она устроила дебош в автомобиле ДПС. И опять криминал. Можно переименовывать не Кардоза Ньюс, а Краем Якутия. И новость такая пикантная, я вам хочу сказать. Так вот, житель Якутска полгода притворялся девушкой и выманивал у мужчин деньги за услуги, которые якобы он будет предоставлять им в будущем. На эту удочку попались 5 мужчин из Алдана и 1 из Нерюнгри. Они нашли какое-то объявление, значит, о предоставлении интимных услуг, позвонили, и там им ответил приятный женский голос, начал с ними общаться, значит, мужчины были очарованы. И вот эта вот девушка говорила им, я вроде как бы и не против, но перед встречей, пожалуйста, денежку вперед. Oh my! Предоплату она просила 10 тысяч рублей, и вот эти вот 6 парней или мужчин свободно отправляли эти деньги в никуда. Да? У нас все сегодня связано с деньгами, с криминалом, с мошенниками. Да? Вот эта вот вся тема такая вот идет и идет. Ниточка развязывается, клубочек, так говорится, катится. Ну и приходит, конечно же, день X, когда выясняется, что никакой встречи и никакой незнакомки нет. Парни идут в полицию. И тут выяснилось, что это никакая не девушка, а это мужик. Вот это поворот! Это мужик, который притворялся женщиной по телефону и жил в Якутске. Друзья, я вообще не понимаю, как нужно было разговаривать с этими мужчинами по телефону, что им нужно было писать в мессенджере для того, чтобы они тупо отправляли вам по 10 тысяч рублей на карточку, на телефон, я не знаю, просто так. Просто так. Это просто какое-то искусство. Говорится, что мошеннику 34 года, он даже не юнец. И он ловко меняет голос на женский. Да? Мне вот интересно, просто вам не интересно, как это звучит, как это все происходило. Боже мой, что вообще, люди, что с вами происходит вообще? Возбуждено уголовное по статье мошенничества. Я надеюсь, все закончится хорошо. Деньги мужики получат, 10 тысяч, может быть, не такая большая сумма. Им это все вернется, а этот вот 34-летний мужчина найдет себе нормальную работу. И не будет больше притворяться женщиной легкого поведения. Нет, не легкого поведения, как сказал наш президент, женщиной с низкой социальной ответственностью. Я не могу вообще. Я просто не могу. Ржу вообще просто. Читаю новости, и слезы катятся у меня. Слезы от того, что происходит. Подытожить блок этот криминальный хочется такой фразой и мыслью: будьте, друзья, осторожны в любой ситуации, не поддавайтесь на провокации мошенников, проверяйте, не становитесь жертвами и не нарушайте закон. Вот. Близится день всех влюбленных, друзья, я вас поздравляю, надеюсь, у вас есть половинки и вы будете отмечать этот праздник. Так вот, Тинькофф журнал решил выяснить, в каком же регионе нашей огромной страны самые дешевые и самые дорогие свидания могут быть. И вот Якутия после этого исследования попала в топ-5 самых дорогих республик, конечно же, самых дорогих мест, где вот молодому человеку придется раскошелиться больше всего на одно свидание. Исследователи выделили 5 позиций. По их мнению, именно таким должно быть свидание. Что входит в эти 5 позиций? Это ужин, видимо, какой-то совсем легенький, 2 кофе, литр пива по полбанки. Почему по полбанки? По банке на каждого человека, 2 билета в кино и такси. Вот такое вот предполагается свидание, и вот они исследуют, сколько стоит такая встреча в каждом регионе. Так вот, они посчитали, что в Якутии на подобное свидание молодой человек должен потратить 2200 рублей. Но мне кажется, сумма совсем маленькая и ничего общего с реальностью не имеет. Давайте сами посчитаем. 2 билета в кино, по 200 рублей на утренний сеанс. Да, уже 400, 2 кофе, по 250, ладно, уже 500, 400-500, остается там 1000 с чем-то. Пошли литр пива, сколько там, по 80 рублей каждая баночка, это получается там 160, уже
Вы считаете, да, сколько нам остается на ужин? Чем они ужинали? Дошираком, что ли? Ну, вообще как-то несерьезно, конечно. А цветы тоже никто не отменял там. Нормальный ресторан, по крайней мере. Вот мне интересно, напишите в комментариях, сколько вы тратите, друзья, на романтический вечер 14 февраля. Дарите ли друг другу подарочки, так сказать, и вообще, что для вас означает этот праздник. В общем, не верим мы этим статистическим данным, но организаторы исследования сразу в кавычках говорят, это типа бюджетное свидание, они посчитали по минималкам. Ну, блин, это очень бюджетное свидание, я хочу сказать. По итогам таких статистических анализов, самым дешевым регионом для романтического свидания на 14 февраля является Омская область. Там вы потратите на вашу романтическую встречу всего лишь 1000 рублей. Да, я даже не знаю, что можно сделать на 1000 рублей. Ну, может быть, в Омске что-то и можно. Но в любом случае, хорошо, что Якутия находится не на первом месте, она лишь на 5-м. Не все так дорого, как говорится. Следующая новость про фестиваль якутского кино, который открылся в Москве на этой неделе в течение 7 дней. Все жители и гости столицы могут прийти в кинотеатр «Пионер», это очень знаменитый старинный кинотеатр, и посмотреть на 4 якутские ленты. Это «Харахар», это «Мой убийца», это «Царь-птица» и «Нет Бога, кроме меня». Вот эти 4 ленты, снятые якутскими режиссерами, можно увидеть. Это уникальный вообще случай, потому что, конечно же, все привыкли к таким вот фестивалям или ретроспективам какого-то итальянского, например, или французского, или английского, израильского кино, там можно бразильское или корейское кино выделить. То есть определяли страны, да, которые предоставляли фильмы, и вот на эти фильмы шли. А здесь впервые происходит уникальная история, друзья, что региональное российское кино удостоилось такой недели, настоящего фестиваля в столице. И это говорит о самом высоком уровне якутского кинематографа. Вообще к якутскому кино сейчас очень много приковано внимания. Совсем скоро будет премьера фильма «Пугало» большая в Москве. Обязательно на нее пойду, расскажу. В общем, такое грандиозное будет событие. Мы готовим сейчас очень большой материал для Якутии-24 про якутское кино глазами московских кинодеятелей. Тоже берем очень много классных интервью и узнаем много нового и про Якутию, и про наш кинематограф, и про тех ребят, которые живут и работают в нашей республике. Я вот сам недавно сходил на фильм «Харахар» Степана Бурнашова. Фильм мощный, мощнейший. Некоторые говорят, что он жесткий, очень сложно смотреть. Да, действительно, такое происходит невероятное погружение в эту историю, в эту страшную ситуацию. И ты оказываешься один на один практически вот с этим вот героем и с той трагедией, которая там произошла. Оторваться невозможно, смотреть тоже сложно, но в итоге ты получаешь какой-то невероятный аттракцион эмоций после просмотра этого кино. И когда в Якутии создаются такие фильмы с минимальными бюджетами, это просто действительно волшебство, и об этом нужно говорить. Ну а в конце я хочу рассказать о Семене Слепцове. Это художник, который живет в маленькой деревне в Абыйском районе. Это очень-очень далеко на север, далеко от каких-то больших населенных пунктов. Так вот, он сам оказывается машинист, но в свободное время рисует, причем рисует шариковыми ручками только. Посмотрите на эти прекрасные картины, они потрясающие. Давайте вот пролистаем, посмотрим. Профессионального образования художественного у Семена нет, но рисунок является его хобби. И с детства он любил рисовать. Свою подробную историю он рассказывает в интервью, очень интересном, которое вышло на ekt.ru. Ссылочку я оставлю обязательно в описании. Переходите, читайте. Мне кажется, очень классно. На этом у меня все. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Ставьте лайки и комментируйте. Друзья, комментарии я читаю, тоже комментирую их. И плохие, и хорошие. Всех люблю. Ну что, всем пока.